Сейчас последняя примерка. Все, что не нравится, сейчас скажете, мы все исправим. Пассажиры авиакомпании «Глобус», опаздывающие на посадку на рейс 9187 в Шамбере, срочно приглашаются на посадку к выходу номер 21. Я вот хожу и наслаждаюсь вот всему, что здесь происходит. Вот абсолютное спокойствие, благодать и ощущение, вот, что время остановилось. Вот ты находишься здесь и сейчас, и все, больше ничего другого не существует за стенами этого старого города. Душа только здесь, в старом городе. В каждой улице, в каждом, не знаю, сантиметре, миллиметре. Даже все вот эти арабы, которые вот там вот в своих торговых ларьках, ты радуешься всем и всему. То есть здесь ты видишь и все конфессии, ты даже вот иудеи, которые ходят в своих национальных, то есть даже они тебя радуют. То есть как-то ты понимаешь, конечно, что это не твое и не твои, но тебя здесь ничего не раздражает. Здесь все так просто и так легко. Ну, конечно, для каждого он свой, но вот для меня он такой. Я здесь чувствую успокоение, я здесь не думаю ни о чем, только чувствую радость. Вера в Бога – это именно то, что навязать и никак нельзя. Это должно само родиться внутри. Если оно родится, оно будет разрастаться, и человек почувствует и благодать, и вот эту вот милость Божью всю, и будет понимать то, что он на самом деле, ну, без Бога он не может ничего. Και ο δίδρομος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Μέγα Συ Κύριε και
και θαυμάσαμε. Αυτός ο Φιλάτος ο βασιλεύ, πάρε στο κοινή δίαξε της θύσεως του Αγίου Σου Πνεύματος και αγίασον το είδος τούτο. Чтобы у нас мир в Абхазии был, голубь мира. Все были здоровы. Да, чтобы все были здоровы. Azzecelüm, geyli kaçayça, yaradanır bayı kılıkı, yok vakrojum geyli suzarız golşehi, ajin diyatı gürcahırlık da sulto. Мне косинку снять. Любой человек, не только я, приходит к вере тогда, когда понимает, что он сам без Бога ничего не может. Для него, он понимает, что ни один человек в мире не сможет оказать ему такую поддержку, как оказывает Господь. Когда он находится в трудных ситуациях каких-то, обязательно человек чувствует эту поддержку, эту помощь. И когда он начинает это понимать, он обязательно к Богу придет. И вот у меня произошло, наверное, так же. Ну, в общем, так сказать, особенно это почувствовала во время войны. Когда осталась одна, муж остался в Абхазии, а я выехала с дочкой. И вот просто такая ситуация сложилась, что вообще неизвестно было, что нас ждет дальше. И приходилось бегать в храм, молиться только таким способом. Наверное, только так нас можно призвать. А иначе мы забываем в своей суете про Бога.
Господь пребывает везде, где бы человек ни находился. И та благодать – это божественная энергия, которая исцеляет. Потому что когда мы принимаем таинство крещения, во время крещения священник, когда мажет миром, говорит печать дара Духа Святаго. И также, если мы ощущаем и находимся в тех святых местах, иногда бывает порой, мы ощущаем ту благодать, которая оттуда исходит. И порой бывает даже иногда, бывает, люди, прикасаясь к этой благодати, исцеляются. Я думаю, что само действие, участие, значит, в крестном ходе, нахождение в самом храме тогда, когда снисходит благодатный огонь, это само уже действие говорит о том, что наш народ очень верит в Бога. А если верит в Бога, значит надеется на хорошее будущее, на веру в завтрашний день. Благодатный огонь, он сам по себе несет благодать. Поэтому это сегодня как никогда нам нужно, и сегодня, и завтра, и будет нужно всегда. Потому что Божья благодать – это есть, наверное, самое высшее, что есть на свете, и те, кто верят в Бога, понимают, что это такое. Без веры ничего не бывает. Всегда человек должен верить. Вот. А верить в Бога – это, наверное, основа основ. Вера, она видоизменяет человека. Независимо от того, каким бы ты успешным в жизни не был, там, какие бы несметные богатства у тебя не были, каким бы ты счастливым не был, к Богу приходит как самый несчастный, так и самый счастливый человек. То есть не обязательно через скорби и беды. Некоторые люди, наверное, приходят, не наверное, а есть такие примеры, которые приходят, при этом имея в жизни все, и здоровых детей, и прекрасную семью, и материальные какие-то определенные ценности. Для чего это нужно? Чтобы стать человеком в том смысле, в каком нас создал, наверное, Господь. Придя к Богу, ты меняешь совершенно свое мировоззрение. Мне на самом деле Бог немало давал возможности прийти к вере. Но, видимо, нужно было мне сильнее ударить по голове, дабы понять, что нужно, наверное, наконец-то нужно к этому прийти. И окончательно. Потому что это главная цель жизни. Больше все остальное уходит на второй план. Вообще туда надо, там. Это тебе сейчас кажется, что ты пришла еще. Нет, когда мы первый раз пришли. Ipsi
kılarsın. Uyku palayazı boğahvarlar, Озервам чразму, а я шахацарая запсу, а на плеча, автов набзиал зрошо, ярла и бета, а была нафгара, волхами уйлари, изе раща, кахра сироту и хаса. Господь призывает это прежде всего. Вот нас так с батюшкой, он это, можно сказать, даже от нас как бы и не зависело. Вот. Но это обязательное покаяние прежде всего, причастие, глубокая вера обязательно, вот, посещение храма и, конечно, любовь к людям. Это прежде всего любовь к людям. Чтобы, вы понимаете, понимать людей, жалеть людей. Особенно в Абхазии. Люди, они как бы очень много и потеряли близких, и всю войну. Поэтому особенно эта теплота нужна. Δύο άτομα να πάνε ακόμα πάνω, κοριτσιά. Γρήγορα. Yes, my friend. Смысл жизни человека, наверное, заключается не в том, чтобы пожить какие-то 100 лет и все, и на этом все заканчивается. Я убежден в том, что у человека есть продолжение всему этому. Будучи еще совсем ребенком, мой отец меня и моего старшего брата каждое утро, каждый вечер ставил на молитву. И сейчас сам тоже стараюсь приобщать своих детей тоже к этому. Не верить в Бога мне не представляется возможным. Я не знаю, как кто ищет в какой-то другой религии спасение. Я не представляю себя вне православной церкви. Убежден твердо в том, что без Бога жизнь вообще теряет всякий смысл.
Абри яхяу ютуб чахяу абра хаоба Иерусалим канагалей хочу. Анухера ахтит ариз банзер туруху хабсва излазен избанзер Симон канан те абрамти амазена кулаштер хара хабснука дехлейз шуждирова докон хабачо но афончу шаца убра винхон убра и тупахао анухерта яхаитус ахдырвой. Я пришла к Богу, будучи взрослым человеком. Мне в руки попало Евангелие, забавное Евангелие Лео Такселя, французского критика Библии. И полностью было раскритиковано Евангелие. Я же, прочитав его, абсолютно уверовала в Бога. Поздно она мне попала в руки. И я думаю, что вот таким образом я пришла к Богу. К Богу приходят же скорбями, какими-то там болезнями, какими-то несчастьями. А кому-то везет, и он просто приходит к Богу, он его призывает. Я была еще совсем маленькой девочкой, мне около 6 лет, наверное, заболела моя мама. Я чисто интуитивно пала на колени, подняла глаза на небо и попросила Боженьку. Я не знала, он есть, нету. Попросила, чтобы моя мама вернулась здоровой и невредимой. И вот вечером привезли ее обратно, у нее, значит, приступ сняли. Именно в тот момент я поняла, что он есть, и он благой, вот, что он добрый, что вот если сильно-сильно-сильно попросить, он исполняет все желания. Каждый из нас приходит к Богу каким-то своим путем. Кто-то приходит, обычно это через какие-то испытания, через какую-то скорбь. Ну, не могу сказать, что это была скорбь, но это были какие-то мои личные испытания, через которые я пришла к Господу. Патриарху в эту страстную неделю весь народ, который туда приезжает, десятки тысяч людей, а то и сотни тысяч, все стремятся к нему попасть, получить у него благословение. Нам довелось это сделать как-то вот, у нас это было, естественно, обговорено предварительно, на это было согласие его, благословение, что приехала абхазская делегация в Иерусалим, будет принято им.
Мы находились у него порядка 40 минут. А в то время, когда мы знаем, что там перед нами заходили делегации, которые не задерживались больше 10-15 минут. Ну, нас достоил чести, благословил всю нашу группу. И вот на следующий день мы уже смогли получить частичку благодатного огня и прилететь уже в Абхазию. Мы рады вас видеть в полном здравии накануне великого праздника Воскресения Христова. Вы смогли благословить паломников из Абхазии. И просим ваших блаженных молитв для дальнейших наших приездов в Иерусалим. Мученик абхазский 7 века. По-другому его знают как мученик Харанский. He is known also as martyr from Haran. Oh, I see. Yes. You're welcome. Thank you very much. It's a gift for you. Для нас это значимый день. This is a very important day for us. И символ для всего нашего православия. Предки абхазов, христолюбивые абазги, спокон веков были братья по вере, эллинам и ромеям. Мы видим, что благодаря православной вере наш народ возрождается. Мы молимся, чтобы решился вопрос канонической иерархии православной абхазской церкви. Мы молимся Господу. И мы в будущем, если будет Богу угодно, с предстоятелем церкви Абхазии вознесли благоухающие молитвы пред престолом Божиим. We're very glad to have you here. We are all the time here praying. Our mission here is just to bear witness to our crucified and risen Lord Jesus Christ. Jerusalem is considered to be the spiritual capital of the whole world. Everybody wants Jerusalem for himself. Это изображение Матери Божией. Апостол Симон Канонит, целитель Пантелеймон. У меня была возможность служить в Кане Галилейской. And you know that this is the place of Simon the Canaanite, right? И вы знаете, что это место Симона Канонита. Благодать, на мой взгляд, это чувство, когда ты внутри ощущаешь какое-то некое спокойствие. Такое чувство, как будто в этот момент Творец к тебе прикоснулся. Мне не хочется ни о чем его просить, просто благодарить в этот момент. Такое чувство, как будто ты просто отрываешься от земли. Абхазский объясни.
Христос гул! Яшен гул! Христос гул! Яшен гул! Аминь. Сегодня Господь Бог нас сподобил находиться в Великую Субботу на восхождении благодатного дня. С Божьей помощью сейчас взял светлую кость, светлую благодать, мы выезжаем в Абхазию. Я по-другому это все представляла, когда ты уже присутствуешь там и все видишь своими глазами. Это вообще непередаваемые ощущения. Пасха для меня лично, для моей семьи мы воспринимаем как Божье возрождение. Так как есть на самом деле, это как написано в Библии и как воспринимает ее весь православный мир. Мы и детей приучаем к этому и стараемся делиться этой радостью со всеми родными, близкими, друзьями. Это великий праздник. В этот день как-то моя душа, она оживает, наполняется любовью. Такой любовью, которая вот я готова обнять весь мир.
сейчас бросим варианта есть. Можно потом это снять. Вот сейчас и сюда на голову делать. Просто прошли. Раньше так делали. Потому что так это просто завязывалось. Да, оно завязывалось. И сейчас я просто на быструю руку это сделаю. Как ему подходит? Даже? Класс! Супер! Ну вот это вот так быстро. Udate se jagoda, udate se draga dušo, udate se Živka Sirinička, manu udate se Živka Sirinička. Kato čuo jagoda, kato čuo draga dušo, kato čuo, Mika prizre mijama, kato čuo, Mika prizre mijama.